находимся в очень историческом месте, в храме Святого Архангела Михаила, бывшем храме отцов-доминиканцев, храме, который был основан в 1624 году. Он был основан вместе с монастырем отцов-доминиканцев. Фундатором был Христофор Хаткевич, воевода Виленский. По мнению историков, первый фонд, первое вложение и приглашение для отцов-доминиканцев сделал отец Христофора Хаткевича Иероним Хаткевич, который пригласил их и подарил им эту землю в Новогрудке. На данный момент мы находимся в самой старой части нашего храма. Изначально это была каплица, мурованная каплица, то есть такой небольшой храм при монастыре. И только позже, спустя 100 лет, к этой каплице был достроен вот весь этот наш вся эта наша красивая святыня. На протяжении истории этот храм переживал разные времена, в том числе очень трудные времена, когда были войны, когда он потерпел несколько раз от пожаров. Самое ценное, что есть в этом храме, прежде всего, это из таких материальных вещей, это прежде всего икона, образ Архангела Михаила. И с этим образом связано чудо Архангела Михаила. Когда началась война в 1654 году с Московским княжеством, это была очень долгая война, и когда войска приближались к Новогрудку, на своем пути они все уничтожали, палили, убивали людей. И горожане, новогрудчане, решили послать посольство на встречу именно этим войскам и попросить, что они сдают этот город без боя, да, но с одним условием: они могут все брать, все, что хотят, да, только чтобы не разрушали город, чтобы не убивали. И вот они собрали представителей своих и пошли навстречу. Встретили вот этого главнокомандующего этих войск, ну и попросили, изложили свою просьбу, и главнокомандующий Цицилиан или Хованский, в народе его называли Цицилианом, а так он Хованский, и он сказал: «Я не буду разрушать Новогрудок, потому что я видел вашего ангела». И в недоумении горожане задавали себе вопрос, какого ангела он мог видеть. Вот, и когда войска вошли в Новогрудок, вот этот Цицилиан вошел сюда и увидел вот эту икону, вот этот образ Архангела Михаила. Вот, слез с коня и начал бить земные поклоны. И потом сказал: «Я вот этого ангела видел во сне перед тем, как въехать в Новогрудок». Сказал: «Я не буду разрушать Новогрудка». И одно из источников говорит, что войско со стыдом покинуло Новогрудок, то есть им было не по себе, что вот они вошли даже в Новогрудок, а вот именно эту историю, эту ситуацию в одном из своих писем описывает Адам Мицкевич. По
После освободительных восстаний в XIX веке, конкретно это 1854 год, предположительно, этот храм и особенно монастырь, прежде всего монастырь был конфискован, и решалась судьба конфискации царскими властями, чиновниками и этого храма. Но здесь, в Новогрудке, был очень мудрый настоятель, который пошел к царским чиновникам и попросил, чтобы они не забирали этого храма, не уничтожали, что тот храм, который под замком, Преображения Господнего на данный момент, который был приходским, что он замаленький для того, чтобы разместить всех верующих, католиков. И сказал, что мы хотим перенести вот именно центр нашего прихода сюда, в это место, в этот храм. И они согласились на это и разрешили здесь основать центр прихода. Также в этом костеле, в этом храме была крещена, также получила таинство конфирмации, первого причастия, первой исповеди монахиня Ванда Банишевская. Сама она еврейского происхождения, очень непростая судьба человека. В раннем возрасте умерли ее родители, она была усыновлена семьей верующих, новогрудчан. И она настолько прониклась личностью Иисуса, что она была стала очень верующим человеком. Получила тут крещение с рук тоже епископа Зигмунта Лозинского, первое причастие с его рук. И тут, в этом храме, она получила стигматы. Стигматы — это следы ран Иисуса на руках, ногах и в области сердца. Она вспоминает об этом в одном из своих писем, то есть она тоже вела дневник, и также в дневнике она вспоминает об этом. Также она видела Иисуса во время того, как здесь происходило служение в костеле. Это служение проводил епископ Зигмунд Лозинский, поскольку служение, служба является жертвой Иисуса Христа на алтаре, возобновлением этой жертвы. И священник совершает служение во имя и от имени Иисуса Христа, in persona Christi. И она во время молитвы, во время участия в таинстве Евхаристии, она вместо епископа увидела самого Иисуса, который совершает Евхаристию. По достижении совершеннолетия эта монахиня, сестра Ванда Банишевская, она еще тогда не была монахиней, вступает в орден сестер от ангелов, едет в монастырь под Вильно, в Притюны, и там проходит именно монастырскую формацию, образование, принимает обеты. После окончания Второй мировой войны весь монастырь в Притюнах был репрессирован. И всех сестер, почти всех сестер вывезли в Россию, на Сибирь,
в разные места. Сестра Ванда Панишевская попала в лагерь в Верхнеуральске. И вот именно там, в этом месте, у нее открылись стигматы. Вот врачи, которые осматривали ее, были в недоумении, не могли определить, что это за болезнь. Вот. Ее пребывание там было связано тоже с очень большими страданиями. Одно, что у нее было очень слабое здоровье с самого детства. И второе, что там были невыносимые условия для жизни, и также невыносимое отношение вот этих людей, функционеров вот этого ГУЛАГа по отношению к узникам. Но ей удалось пройти, пережить все эти страдания с помощью Божией. В 1957 году она была реабилитирована и выехала в ближайший монастырь, который находился в Белостоке. С приходом советской власти, большевиков, этот храм был насильственно забран в 1946 году, и из этого храма сделали склад мебели. Сколько бы люди не старались, плохие люди не старались уничтожить Христовую Церковь, у них это не выйдет, потому что основа, фундаментом, угловым камнем является Христос, угловым камнем народа Божьего, семи детей Божьих, которые Он сам основал. Этот храм был наново освящен. То есть и в смысле материальном этот храм был восстановлен, ну и, конечно же, самое важное, что вот духовная жизнь людей в нашей стране начала возрождаться. То есть католическая церковь начала возрождаться. И эта духовная жизнь в Новогрудке, она продолжает расти. Учитывая то, что наш храм является настоящим драгоценным камнем в первой столице Великого княжества Литовского, в Новогрудке, хочу пригласить вас в нашу святыню, которая очень богата историей, в которой происходили известные исторические события. С этим храмом связаны многие люди известные. И прежде всего, здесь, в этом храме, находится известная икона Архангела Михаила. Архангел Михаил является заступником нашей страны, нашей Белоруссии. И является также гербом нашего города. И поэтому, кто ищет для себя обороны и защиты, приглашаем в наш храм. Двери нашего храма всегда для вас распахнуты. Здесь вы можете не только прикоснуться к истории, не только прикоснуться к богатой духовной истории, но здесь вы можете у иконы Архангела Михаила найти спокойствие и веру.